структуру именно спецслужбы я не уделял достаточного внимания, а надо было. То есть в 2010 году ее нельзя назвать революцией. Объясняю почему. В 2005 революция, а в 2010 нет. В 2005 году все регионы Кыргызстана поднялись. То есть все области поднялись. Почему? Народ был недоволен фальсификацией парламентских выборов. Поэтому все области поднялись. А в 2010 году около 2000 хорошо вооруженных людей около Белого дома стреляли с автоматов, с пулеметов, с гранатометов, даже БТР откуда-то пригнали из крупнокалиберного пулемета, с БТР стреляли по Белому дому. Вот это в 2010 году было. Это не назовешь революцией. Хотя все говорят 7 апреля, но события-то начали 6 апреля, когда в Таласе захватили губернатора в заложники. Я 7 апреля с ним разговариваю утром, с губернатором Таласской области. Он говорит, меня взяли в заложники. Я говорю, что тебя избивает и что-то? Нет. Ну, агрессивно очень настроенные люди. Потом они пошли в этом же Таласе, захватили здание УВД, издевались над сотрудниками милиции, министра внутренних дел чуть до смерти не избили. Это было 6 апреля. Захватили оружие, а потом 7 уже пришли к Белому дому. И, кстати говоря, 7 апреля первые жертвы были среди сотрудников милиции. Когда, вот я как раз спрашивала, о чем вы сожалели. Да, вот много людей конечно, погибло, сожалеете? Да, вот об этом я сожалею. Потому что ведь именно они это дело допустили. Когда кинули гранату в курсантов, безоружных курсантов, которые вышли охранять общественный порядок. Кинули в них гранату. Первые погибшие были среди сотрудников милиции. То есть я сожалею о том, что пролилась кровь. Вот. А хотя они все это дело повесили на меня, вот я, пользуясь случаем, хочу передать вам вот эту книжку «7 апреля и кровавые июньские события 2010 года» глазами журналиста. Вот ваш коллега писал, я когда ее прочитал, откровенно говоря, многие вещи для меня было новостью. Ведь и потом, ведь всех этих погибших повесили на мою шею, что вот я их расстрелял, я дал команду там, и все, кто там были. Но нападали-то они в Белый дом с оружием в руках. Вы, как президент, получается, не имели власти, чтобы... А что я мог сделать? Предотвратить это, каким-то образом остановить? А как? Выйти к ним, если они уже по моим стеклам стреляли из оружия? Если бы я вышел, меня бы там на месте расстреляли. И потом, когда погибших людей делали экспертизу, вернее, делали экспертизу оружия, кто охранял Белый дом, там сотрудники МВД, службы национальной безопасности и так далее. Ведь экспертиза не подтвердила, ни из одного стрелкового оружия, кто охранял Белый дом, вот эти погибшие не были убиты. Они были убиты или с дробовика, или с мелкокалиберной винтовки, или колотые раны всякие. То есть этим оружием не оснащаются правоохранители. То есть много было мародерства. Люди грабили маркеты, супермаркеты, магазины. Там охрана их убивала, все эти трупы привозили к Белому дому и складывали, а потом все повесили на Бакиева и его команду. Вот об этом я сожалею, что я не смог это предотвратить. И не мог практически. А они-то по событиям 7 апреля привлекают к ответственности людей за что? Эти сотрудники службы безопасности президента, правоохранительных органов, они выполняли свой долг. Они обязаны были охранять не только президента, там был и премьер-министр, там были сотрудники администрации президента, сотрудники аппарата правительства. Их тоже надо было защищать. Вот на вас в Кыргызстане заведено, на вашего брата, на членов вашей семьи заведено много уголовных дел, прошло много судов, есть заочные приговоры. А вот недавно прошел последний суд, и вас, вашего брата Жаныша, группа чиновников вашего правительства обвинили